Наталья Михайлович, расскажите нам об итогах работы Государственного комитета таможенного за 2023 год. Добрый день, Аслан Георгиевич. По итогам 2023 года объем внешней торговли Республики Абхазия составил 49 миллиардов рублей. Наблюдается рост на 23%. Экспорт республики составил 7 миллиардов 310 миллионов рублей, рост на 5%. Если в товарных видах говорить, это древесина, алкоголь, продукты питания, цитрусы, текстиль, металл. Объем импорта страны в 2023 году составил 41 миллиард 693 миллиона рублей, что в сравнении с прошлым годом увеличилось на 27%. Сальдо торгового баланса Республики Абхазия является отрицательный, что свидетельствует о повышенном спросе на импортные товары, такие как медикаменты, продукты питания, строительные материалы, горюче-смазочные материалы и прочие товары. Хотел бы отметить, что, как и прежде, основным торговым партнером Республики Абхазия является Российская Федерация, на долю которой пришлось за 2023 год 35 миллиардов рублей или 72% от общего объема внешней торговли Абхазии. Объем торговли с Российской Федерацией увеличился в 2023 году на 16%. Что касается таможенных платежей, то объем начисления таможенных платежей в 2023 году составил 3 миллиарда 673 миллиона рублей. Контрольный показатель по начислению таможенных платежей за 2023 год выполнен на 129%. В абсолютном выражении перевыполнение планового задания составило 826 миллионов рублей. Хотелось бы отметить, что в сравнении с показателями за аналогичные периоды предыдущих лет, показатели 2023 года выросли. Положительная динамика в начислении таможенных платежей за 2023 год обусловлена такими факторами, как усиление таможенного контроля при перемещении товара на границе, ежегодный рост товарооборота Республики Абхазия, внесение изменений в таможенный тариф Республики Абхазия, который вступил в силу с 1 апреля 2023 года. Изменение внесения в таможенный тариф дополнительно принес в бюджет страны более 100 миллионов рублей. Эта пошлина увеличилась на 2-3%. В 2023 году нами проводилась серьезная работа по оплате задолженностей таможенных платежей Государственному таможенному комитету. Так, используя все имеющиеся рычаги, таможенными органами были начислены порядка 15 миллионов рублей, образовавшихся в виде задолженности. Хочу в правоохранительном блоке чуть остановиться по направлению правоохранительной деятельности таможенных органов. Хотелось бы отметить, что в 2023 году Государственным таможенным комитетом было принято к своему производству 230 дел об административных правонарушениях, в результате чего к административной ответственности за разные виды таможенных правонарушений были привлечены 230 человек. Итого по возбужденным делам Государственного таможенного комитета в республиканский бюджет поступили денежные средства на сумму 5 миллионов 768 тысяч рублей. Если сравнивать с предыдущим годом, то у нас в 2023 году увеличилась сумма начисленных штрафов. И это благодаря тому, что были внесены изменения в КоАП, и сумма штрафа была увеличена в разы. При этом сократилось количество правонарушений на 16%. Также таможенными органами проводилась тщательная работа по контролю за перемещением аппаратов по извлечению криптовалюты и по их изъятию из незаконного оборота. Так, если говорить в цифрах, то в 2023 году из незаконного оборота было изъято 108 аппаратов и комплектующих к ним в количестве 146 единиц на общую сумму 9 миллионов рублей. И сегодня по вашему поручению усилен контроль за перемещением данных аппаратов через таможенную границу и продолжена работа по изъятию аппаратов. С января текущего года по настоящее время количество изъятых аппаратов составляет 90 единиц и 42 единицы в виде комплектующих аппаратов. Это за вот эти 2 месяца, да? Вот да, с 1 января.
Ну, хочу отметить, что, Александр Георгиевич, сейчас в основном такие аппараты завозятся, они очень дорогие, новые. Буквально недавно мы изъяли 39 аппаратов с водяным охлаждением, они вообще беззвучно работают. В центре города стояли вот в одном из хозяйств. Вот мы их изъяли, материалы находятся в дознании. Международный блок. Значит, Государственный таможенный комитет в 2023 году была продолжена работа по укреплению международного таможенного сотрудничества. Основные усилия в рамках отчетного периода по линии международного таможенного сотрудничества были направлены на реализацию пунктов 14, 15, 16, 40, 43 и 44 в программе формирования общего социального и экономического пространства между Республикой Абхазия и Российской Федерацией. В целях реализации пункта 14 программы постановлением Кабинета министров Республики Абхазия за номером 92 было утверждено положение о применении на территории Республики Абхазия товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза, которое вступило в силу с 1 января 2023 года. Как показала практика, применение товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза в работе таможенных органов оказывает положительное влияние на качество таможенного администрирования, организацию таможенного оформления и таможенного контроля, повышение объективности формирования таможенной статистики внешней торговли. Это значит, если раньше ввозимые товары по 4 пунктам классифицировались, а сегодня 10-значные. То есть это дает нам возможность полностью товар характеризовать тщательно. И в связи с этим, значит, и платежи уже будут другие. Более точные. Да, более точные. Значимым событием по линии международного таможенного сотрудничества за отчетный период стало принятие нового таможенного кодекса Республики Абхазия в целях реализации пункта 44 программы. Таможенный кодекс Республики Абхазия включает в себя 488 статей, сгруппированных в 10 разделов, 65 глав. Потребность в подготовке новой редакции Таможенного кодекса Республики Абхазия продиктована практическими проблемами развития экономики и внешней торговли Республики Абхазия, постепенным накоплением наработок в правовой базе деятельности таможенных органов Республики Абхазия, отстаиванием законодательства в сфере таможенного дела от значительно обновившегося и ушедшего далеко вперед международно-правового обеспечения таможенного регулирования. Принятие нового кодифицированного акта послужит положительным импульсом в реализации таможенной политики Республики Абхазия путем максимального упрощения и повышения эффективности прохождения таможенных процедур, внедрения и принятия общих унифицированных подходов к таможенному регулированию. Создаст правовые предпосылки для дальнейшего развития внешнеэкономической деятельности и повысит инвестиционную привлекательность нашей республики. Ну и еще у нас, значит, 4 сентября 2018 года был подписан договор о дружбе и сотрудничестве между Республикой Абхазия и Сельской Республикой. Во исполнение положения данного договора были подготовлены проекты разных, значит, направлений, и полномочия подписания возложены на Государственный таможенный комитет. Кроме этого, значит, у нас в преддверии курортного сезона и цитрусового сезона проводится ряд встреч с коллегами с Федеральной таможенной службы. Были достигнуты соглашения в оказании содействия, значит, в упрощении прохождения на границе. И по плану, по пункту, который, значит, по нашей, так сказать, инициативе был внесен в протокол, это упрощение проезда транспортных средств, перехода граждан. Это все исполняется как никогда в данное время. Мы практически по нашей просьбе
были выделены на МАП-Адлер дополнительные силы личного состава, были открыты дополнительные значит, окна оформления. Вот, и все это привело к тому, что лучше стало проезд на границе на транспорте и пешеходам тоже. Владимир Михайлович, это проблема, которая имеет большую историю в связи с тем, что в этом году мы ожидаем очень большой поток туристов. Сезон вроде бы как прогнозируется очень хорошим, соответственно, будет большое количество людей, большое количество грузов. И вот это умение быстро оформлять грузы и не создавать проблемы для тех, кто приезжает к нам на отдых, я имею в виду на МАПе Адлер прежде всего, имею в виду наших российских коллег. Это очень важно, чтобы вы были в контакте и постоянно занимались решением этого вопроса. Вот расскажите, сколько у нас складов временного хранения грузов на территории Абхазии? Представительство таможенного комитета здесь, я так понимаю, да, и ваше взаимодействие. Где-то порядка, наверное, 15 таможенных складов. Они все на учете находятся, проверяются. Это тот товар, который туда помещают. Естественно, есть акцизный отдел, который контролирует полностью. Значит, без их ведома они не должны ничего открывать, закрывать. Все опломбировано. Если, скажем, у них происходит оклейка товара акцизными марками, значит, без присутствия инспекторов наших с акцизного отдела этого ничего не осуществляется. Виталий Михайлович, я так понимаю, что работа, которая проводится в плане внесения изменений в нормативные акты, да, вот тщательно посмотреть ставки пошлин, ставки акцизов, чтобы все это работало на стимулирование развития нашей экономики, отраслей экономики. Тут недавно у нас произошел случай, связанный с виноматериалами, да, и до сих пор мы этим занимаемся. Считаю, что эта ситуация не до конца была проработана. Это как бы такое бывает, но в дальнейшем надо исключить. В целом нужно видеть ситуацию, в целом не с точки зрения там налоговика или таможенника, а в целом с точки зрения развития экономики. Тогда будет более правильное решение. Учитывая пожелания, Слан Георгиевич, участников внешнеэкономической деятельности, вот касаемо как раз кто занимается виноделием, мы весь товар, который по контракту шел к ним, мы ни одну минуту практически не задержали, весь товар зашел в Абхазию, он слит, опломбирован, и ждем, пока вот постановление правительства будет, и практически все просьбы тех виноделов мы выполнили. Владимир Михайлович, вы прекрасно знаете состояние уровня развития нашей экономики. Нам необходимо привлекать инвестиции, нам необходимо создавать рабочие места. Наши возможности внутри в плане финансовых ресурсов, они ограничены. Нам необходимо создать около 50 тысяч рабочих мест. У нас официально работающих 40 тысяч. Ну и 1030, говорят, самозанятых. Вот такая задача стоит, 50 тысяч рабочих мест. 50 тысяч рабочих мест, если стоимость одного рабочего места примерно 7 миллионов рублей, это надо будет в экономику вложить около 350 миллиардов рублей. Все в ближайшие там 5-10 лет. Это огромная сумма, понятно, что тут без инвестиций не обойтись. Чтобы инвестиции к нам приходили, особая роль отводится, конечно, Государственному таможенному комитету. Государственный таможенный комитет должен тонко чувствовать значимость момента исторического и быть гибким в своих подходах. Сегодня могут быть одни правила, завтра они могут быть более демократичные, более лояльные с тем, чтобы эти инвестиции к нам пришли. В этом плане постоянно нужно взаимодействовать с Министерством экономики, с ведущим отраслевым министерством, которое в целом отвечает за развитие экономики. Спасибо за работу, благодарю за службу, передайте мою благодарность личному составу.
Спасибо за поддержку.